Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. В Сухуми прошла акция протеста. Главное требование участников акции – отставка министра внутренних дел Дмитрия Адбар. В Общественной палате состоялась встреча с главой администрации Сухума Бесланом Эшба. Обсуждались вопросы, касающиеся состояния дорог, водоснабжения и другие актуальные темы. На культурной площадке ГУМа открыта совместная выставка художницы Саны Тарбы и мастера резьбы по дереву Адамура Аршба. В Сухуми на площади перед Абхазским драматическим театром 4 ноября прошла акция протеста в связи с инцидентом, произошедшим на набережной Сухума 30 сентября. Главное требование участников акции – отставка министра внутренних дел Дмитрия Адбар. О развитии событий в репортаже Алики Трапш. После полудня участники акции протеста, ветераны села Адзюбжа и поддерживающие их представители партий и общественных организаций республики стали собираться на площади у драмтеатра. Начался митинг, в ходе которого протестующие высказали свое мнение по поводу сложившейся ситуации в стране. В таком инциденте нужно было просто-напросто сказать два слова ветеранам, и все было бы нормально. И все бы разъехались по домам, но нет. Тут была просто направлено, целенаправленно действие органов внутренних дел направлено на то, чтобы подавить, как говорится, мысли Гарика Кокая, не дать ему дальше разговаривать, который с момента экономических этих сходов, что шло, и наконец-то с этого она вылилась такое избиение 30 сентября. Поэтому со стороны представителей села Адзюбжа вам большое спасибо, что так стоите рядом. Но у нас ждут еще большие дела, так что не надо расходиться. Вы видели между нами парк, разделяющий один народ. Народ, которого обманули, народ которого заставили. Я даже случай один расскажу. Моя родственница, 75 лет, старушка, училица, ее привезли. Насильно сказали, или поедешь, или сработай с ними. Он там собрал их, сделал живым щитом, и сегодня, когда они разойдутся, половина они начнут умирать. А так как у нас медицина на высшем уровне, у нас понятно, что мы этих стариков, наверное, половину уже не спасем. Но это был для него живой щит на сегодняшний день. Сегодняшний день исторический тоже день. Но я хочу одну маленькую хорошую новость, с нее начну. Несколько дней назад в селе Ацы, в парке Львов, там есть парк Львов, родилось несколько львят. Я сейчас скажу, как это связано с нашим сегодняшним мероприятием. Здесь до меня выступающие говорили о том, что в администрации президента сегодня, как обычно, помимо ветеринаров, еще привезли и учителей. Оградили администрацию президента железным забором. У меня какое предложение. Я не знаю, можно его включить в резолюцию или нет. Попросить в АЦ этих львят, может еще пару взрослых львов, пустить этих животных внутри этого ограждения. Плюс к этому еще пускай выроют ров, запустят туда крокодилов. Мои соратники, наша организация и все политики, которые стоят здесь, мы говорим о том, что нам надоели уже перевороты, нам не нужно накалять обстановку, это все опускает наше государство. Но я еще раз обращаюсь к главе государства. Не надо недооценивать ситуацию. Не хочу никого обижать. Некоторые его предшественники недооценили ситуацию и вовремя не пошли навстречу своему народу. И тогда Ниадгур Арзенба
никто-то еще людям не сможет сказать «стойте», потому что народ это здесь, в Абхазии, не Аслан Бжаня, не Адгур Арзаба, не кто-то еще хозяин этой страны, а народ Абхазии. Я просто хочу сказать, и вот я как депутат парламента не остался незащищенным, тогда как может доказать обычный гражданин свою правоту или свою правду, или защитить свои права. В такой ситуации, в такой системе это очень сложно сделать. И я не хочу с этим мириться. И все, что все ситуации, которые связаны с Министерством МВД, они до этого тоже происходили. Кто-то считает, может, что мы на них не реагировали, но мы каждый раз старались на это реагировать. Я считаю, что было нарушение прав гражданина Республики Абхазия. Мы говорим о ветеранах, почему мы не говорим о гражданах Республики Абхазия, о молодежи, о старших, младших? Сегодня даже как-то стала традицией, если большая фамилия, значит, его нельзя трогать. А почему так? Почему к этому вопросу мы подходим? Вот как герой Абхазии, как командир батальона, не защищен ни в чем государством, самом даже в обществе. О чем мы сегодня говорим? Через конфликт сближение. Бывает такое. Иногда это очень даже оправдано. Как нетрудно бывает примиряющимся сторонам. А у турков известна грубо звучащая народная поговорка. Пока друг другу морду хорошо не набьют, друзьями станут. Участники акции приняли резолюцию, в которой подтвердили свое требование об отставке министра внутренних дел Дмитрия Дбар. Единственным способом стабилизации ситуации, возвращения ее в правовые рамки по-прежнему является отставка министра Дбара и справедливое разрешение инцидента. Если президент и дальше во главу угла будет ставить не вопросы законности и справедливости, а свои личные политические договоренности, будет и дальше идти на резкое обострение внутриполитической ситуации, вся ответственность за эскалацию напряженности в обществе целиком и полностью ляжет на него. Призываем все общественно-политические силы страны в этот непростой для нас час объединиться в преддверии парламентских выборов для защиты интересов будущего Абхазии. Участники акции направили делегацию к президенту Аслану Бжане. К главе государства от митингующих направились Виталий Габня, Зураб Кукая и Валерий Ман. Встреча с Асланом Бжане, в которой принял участие премьер-министр Александр Анклав, проходила около 2 часов. Алика Трапш, Михаил Братухин, Рамо Камки, Абхазское телевидение. В то время как на площади Абхазского драмтеатра шла акция протеста, у здания администрации президента собрались люди, обеспокоенные складывающейся общественно-политической ситуацией. В своих выступлениях они отмечали, что любые конфликтные ситуации в государстве нужно решать мирно, путем переговоров, и призывали участников акции к терпению, спокойствию и взаимопониманию. После встречи представителей акции протеста с президентом Асланом Бжане об итогах переговоров с главой государства рассказал Виталий Габня. Президент нас выслушал, сказал о том, что мы будем вопрос этот решать в рамках закона. Дело находится в Генеральной прокуратуре, заведены уголовные дела. Если со своей стороны непосредственно участникам что-то не нравится, что-то не нравится, или считают, что дело ведут предвзято, он готов пойти навстречу, поменять следователей. И в конце концов есть возможность всегда подать в Верховный суд для того, чтобы это обжаловать. Вот на этом мы сегодня и разошлись. Я как вижу эту ситуацию, что главное, мы и в 2014 году, и в 2020 или 2021, я уже теряюсь, прошли через очень сложные этапы в нашей новейшей истории, которые повториться не должны. И здесь одно с другим увязывать нам уже нельзя и возможности не представляется. Участников акции протеста не удовлетворили итоги переговоров с президентом. Они сделали обращение к президенту Абхазии, который зачитал председатель АРУА Тимур Гулия. Мы исчерпали все возможности защитить свои законные права, оставляем за собой право
на проведение акции протеста и проведение всенародного схода с требованием отставки президента Бжаня. Так как считаем, что он не в состоянии выполнять взятые на себя конституционные обязательства. 4 ноября 2021 года, город Сухум. Актер и блогер Саид Инабха на своей страничке в Фейсбуке выложил фотографию, на которой он держит плакат с надписью «Остановитесь». От лица молодежи Саид обращается к старшим со словами: «Нам надоело смотреть, как ругаются наши старшие. Мы хотим примера воспитания. Услышьте нас, молодых». Это просто, наверное, уже крик души внутри. То есть мы видим только митинги и все остальное. Мы устали уже, молодежь устала это все видеть. Это я не просто сам взял, сказал. Я интересовался у молодежи, то есть я разговаривал с молодежью, я общаюсь с молодежью. И каждый говорит о том, что это уже надоело. То есть даже если посмотреть вокруг, нету молодежи. То есть одни взрослые, и они ругаются между собой, и на нас это сказывается. И когда на нас это сказывается, я не могу не думать о том, что здесь может произойти. Ну, я думаю постоянно, я патриот своей страны. Здесь, если что-то, не дай бог, произойдет, я буду в любом случае в этом участвовать. Но и не хочется, чтобы это происходило. А вот ваш призыв «Остановитесь», он к кому конкретно обращен или вообще ко всему народу? Он обращен ко всему народу, то есть старших, которые, нас, молодежь, должны направлять, не идти митинги делать, а учиться. И к другим новостям. Президент Аслан Бжаня поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Многонациональный и многоконфессиональный российский народ во все времена отличали мужество, патриотизм, почитание ратных подвигов предков. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми вызовами, национальное единение особенно важно. В Республике Абхазия высоко ценят тот уровень межгосударственного абхазо-российского сотрудничества, который существует между нашими странами. Взаимодействие между Абхазией и Россией основано на крепких узах дружбы и взаимопонимания, отмечается в поздравлении. Некоторые вопросы двустороннего российско-абхазского взаимодействия по ряду направлений, представляющих взаимный интерес, обсуждались в ходе встречи в Москве заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко и главы абхазской делегации на международных женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье замминистра иностранных дел Абхазии Ираклия Тужба. Об этом сообщается на сайте МИД. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня международных женевских дискуссий. В Общественной палате состоялась встреча с главой администрации Сухума Бесланом Эшба. Обсуждались вопросы, касающиеся состояния дорог, водоснабжения и другие актуальные темы. Смотрите репортаж пресс-службы столичной администрации. Секретарь Общественной палаты Гули Кечба отметила, что к ним часто обращаются горожане, которые недовольны состоянием коммуникации в столице, ситуацией с электроэнергией, водоснабжением. Они пригласили главу администрации Сухума, чтобы из первых уст узнать о путях решения проблем в городе и сроках их устранения. А вот эти все вещи очень злободневные. Вообще жизнь из чего состоит? Состоит из вот этого вот бытового состояния нормального человека. Если нормальный человек утром не может помыться и побриться, света нет или воды нет, конечно, он приходит в отчаяние. Заместитель секретаря Общественной палаты Низам Хапат также отметил, что понимает, что проблемы не появились в одночасье, но считает, что на их решение уходит много времени. Беслан Эшба поблагодарил за приглашение и отметил, что таких быстрых выводов не стоит делать, поскольку вопросов по городскому хозяйству много, а решать их начали относительно недавно. Мэр подчеркнул, что с момента начала работ по инвестиционной программе с 2010 года в Сухум не вкладывались большие деньги, как это делалось по другим районам. Хотел бы, чтобы вы так быстро выводов не делали, ошибку и все остальное. Я бы хотел на этом заострить внимание. Почему это не было раньше так, почему сейчас? Не потому, что Эшба перерыл весь город, а потому, что в город Сухум никто никаких денег за это время не вкладывал. С 2010 года я периодами работал в правительстве, наблюдал, что в городе Сухум не было никаких мероприятий за это время. Только в 2019 году попали и в 2016 году попали несколько улиц по коммуникациям. А эти коммуникации столько не живут. Вот только взялись за 3 улицы, столько остальных, такое количество параллельных проблем стало возникать вокруг этих 3 улиц, за голову берешься.
Беслан Ишба отметил, что состоянием дорог в городе озабочены не только жители. Он вновь пояснил, что сроки работ по замене коммуникаций по 3 улицам сдвинулись по причине того, что при формировании инвестпрограммы в 2019 году не была учтена ливневая канализация. И что надо было сделать? Бросить ливневку и асфальт положить? Это чья ошибка? Беслана Ишба? Поставили вопрос о том, что если вы сейчас положите асфальт, то дождевая вода с крыши и так далее, она будет также скапливаться и образовывать наводнения, которые у нас есть. То есть у города таких денег нет, это дорогостоящее мероприятие. Встал вопрос, что делать? Что делать? Искать деньги и делать, потому что иначе это делать нельзя. Это будет, как у нас получилось в прошлом году, я это признаю. Мы в прошлом году который надо решать. В прошлом году мы сколько перекрестков и сколько ям сделали по городу Ишбонуске, правильно? И что пришлось в этом году все рыть по новой? Внесение изменений в инвестпрограмму согласовываются на самом высоком межгосударственном уровне. Понадобилось время на экспертизу проектно-сметной документации. По всем 3 улицам было принято решение увеличить бюджет. Увеличить бюджет – это работа инвестиционной программы между правительством Республики Абхазия и Российской Федерации. Любые изменения принимаются на самом высоком уровне. То есть асфальт пришлось подождать, отложить эти работы. И надо было новую работу осметить. Управление капитального строительства и других организаций, которые участвовали в этом процессе, заняло определенное время проектно-сметная документация. После первого стихийного бедствия, которое произошло 4 числа, где-то в середине июля, 15-20 числах поступил аванс 30%. Вот из этих денег, что город увидел, 32 миллиона мы сразу купили трубы, потому что была тенденция поднятия цены на стройматериалы и так далее. Беслан Ишба отметил, что 3 стихийных бедствия подряд внесли свою лепту в сроки выполнения работ. Он проинформировал, что в самое ближайшее время асфальтируют 3 основных перекрестка. Перекресток улиц Лакоба и Джонуа, Аяйра и Джонуа, а также Абазинская и Лакоба. А все остальное нам нужно немножко времени на то, чтобы выстроить бордюрную часть, чтобы начать класть асфальт. Асфальтчики готовы становиться без денег. Еще раз говорю, документы у них по этому битуму там проводят переоценку еще в России, они проходят экспертизы и так далее. К великому сожалению, это так. У главы администрации интересовались, почему в случае аварии на водопроводах в одном районе города нет возможности перекрыть воду именно в этом районе, чтобы не страдали остальные жители. Беслан Ишба отметил, что на новых водопроводных сетях это учитывается, но старые линии не предусматривают отключение по районам. Для того, чтобы здесь, если без остановки воды нельзя какую-то течь остановить, приходится отключать весь город. Насосы на Гумисте, которые стоят, или на Келасурах. А здесь еще вода у нас, резервуары наполняются. У нас 7 резервуаров вот здесь вот по городу. Один, правда, уже давно не работает на Чанба. Его надо полностью новый строй. 6 резервуаров, все в аварийном состоянии. Вот остановишь насосы, еще с резервуаров это надо подождать 3-4 часа, пока вода спустится. Потом ее восстановить, а потом включить насосы, пока вся система обратно заполнится. На встрече был поднят вопрос и о деревьях, которые пришлось демонтировать в результате работ на Абазинской улице. Мэр проинформировал, что вместо них будут посажены другие деревья количеством 150 штук. Экологи решили, что это могут быть магнолии. Там, которые можно было сохранить, вблизи улицы Арзанба, сюда ближе, там сохранили, боком прошли. Там, где нельзя, как быть? У нас новое мнение наших экологов, что надо все-таки немножко другие деревья именно на улице Абазинская посадить. Какие это другие? Магнолии. И надо сажать с 2 сторон. Вот 150 деревьев магнолий мы будем искать средства, искать спонсоров, друзей и так далее, которые нам помогут выкупить. Член общественной палаты Автандил Гарский предложил, учитывая свой опыт работы в Сочи, сделать учет всех деревьев в городе. Просто учет деревьев сфотографировали, где и как, чтобы потом знать, кто на самом деле, я извиняюсь, в наглую это рубит, обходя все законы, или же это надо было сделать, как вы говорите, из-за того, что это дерево приносит ущерб. Беслан Ишба проинформировал, что примерно через год будет готова цифровая модель города, куда будут внесены в том числе все насаждения в городе. Член общественной палаты Светлана Курсаева выразила озабоченность ситуацией с пандемией, и на фоне этого работой ресторанов и кафе. Пригласили всех рестораторов и так далее.
и сказали, не обижайтесь, мы идем на нарушение закона, откровенно вам говорю. Мы вас пока просим, остановитесь уже. Если нет, мы вас будем закрывать и ставить патрули там, чтобы вы не могли туда попасть. Секретарь Общественной палаты выразила удовлетворение встречи, и мы получили исчерпывающую информацию, заметила Гули Кичпа. Я думаю, что все члены Общественной палаты довольны сегодняшним вашим исчерпывающими ответами на проблемы, которые существуют. И мы понимаем эти проблемы. И желаем нам и вам, чтобы эти проблемы с учетом каких-то, как вы говорите сами, ошибок, которые были и до этого сделаны, они будут учтены. И мы, наконец, наше население будет обеспечено и водой, и светом. Желаю всем нам удачи. Спасибо. Беслан Ишба отметил, что он готов взаимодействовать и чаще встречаться с членами Общественной палаты для обсуждения и решения проблем, существующих в столице. Вот. Во благо каких-то добрых, хороших и правильных дел. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. Мэр Сухума посетил столичную станцию скорой помощи, ознакомился с условиями работы медиков и техническими возможностями станции. Глава администрации Сухума Беслан Ишба посетил станцию скорой помощи столицы. Главврач станции Аслан Джопо рассказал мэру о работе станции, показал кабинеты и диспетчерскую. Диспетчер уже с опытом человек, который и до военное время работал, знает свою работу. У нас, значит, все контактные номера со всеми госпиталями, со всеми лечебными. Все в постоянном связи на рации, на телефоне, все четко работает. Станции скорой помощи также ведут амбулаторный прием граждан. Сюда могут обращаться за первой медицинской помощью. В случае необходимости их будут сопровождать до лечебного учреждения. С улицы там быстро занесли, сам пришел, а потом отсюда уже, значит, занимаемся всей эвакуацией уже в лечебном. Вот То есть человек может, если что-то с ним будет, к вам обратиться? Конечно. Так, можно сказать, полутравмпункт, да, такой, и то, и другое, и третье, ну, в общем, то, что можно первую помощь оказать. Первая помощь и консультация, и дальнейшее сопровождение, все вот это организовано. Хорошая, правильная. Главврач показал главе администрации врачебные, фельдшерские, водительские комнаты. Все помещения нуждаются в капитальном ремонте. Кто на передовой, должны иметь лучшие условия. Первая помощь должна оказываться на высоком уровне, сказал мэр. Кто-то когда сказал, что все начинается с первой скорой помощи, вся медицина. Если эта часть работает, что можно, нельзя упустить, вернее, первое время. Вот и те, кто на передовой доктора, они должны иметь все лучшие условия для того, чтобы сработать первый. Стационар, понятно, это все, там уже другие плановые большие вещи. Скорая помощь, первая помощь – это то, что надо, чтобы было на самом высоком уровне. Ислам Федорович, вы четко подчеркнули, в медицине есть такое понятие «золотой час». То есть вот это время, когда вот фактором оно является, само время, то есть вот сейчас, если довести, с каким бы тяжелым диагнозом не было, значит все будет нормально. С опозданием, значит уже время упущено. Вот. То есть вы правильно все подчеркнули. Спасибо вам за внимание. Главврач показал мэру также гараж станции скорой помощи. Недавно станция получила новые линейные машины скорой помощи от Минздрава. Всего в станции скорой помощи Сухума 10 машин. Аслан Джобу отметил, что этого достаточно для обслуживания населения столицы, а также иногородних, когда это необходимо, особенно в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией. Мадина Абганба, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. «Дети солнца» – так называется совместная выставка художницы Саны Тарба и мастера резьбы по дереву Адамура Аршба, организованная на культурной площадке ГУМа. На выставке представлены картины, изделия из дерева и керамики. Репортажи из Магуланзе. Резьба по дереву – одно из древних абхазских ремесел. Не забыто оно и сегодня. Адамур Аршба с детства увлекался творчеством, любил лепить и вырезать. С возрастом хобби превратилось в профессию. Работы молодого мастера разноплановые – от предметов интерьера до скульптур и арт-объектов. Даже непосвященному в тайны мастерства человеку понятно, что над каждым завитком и фигурой резчик трудится подолгу, шлифует, оттачивает детали. Один из первых столов я сделал где-то в 2018 году, и как-то начали какие-то заказы теоретические такие приходить. Я решил сделать пару столов на заказ, и так как-то пошло. Сколько примерно времени уходит на изготовление вот такого стола?
Ну, в зависимости от сложности, да, можно сделать попроще, ну, много техник есть, я вот осваиваю всегда новые техники. Можно простой стол сделать за один день, можно сделать неделю один стол, ну, по-разному. Самый сложный вид резьбы – скульптура, поскольку она требует объемного видения фигуры и сохранения пропорций. В руках Адамура дерево принимает различные формы, превращаясь в удивительные творения. Вот, казалось бы, обычный кусок дерева. Но если приглядеться, можно увидеть профиль человека. И не один. Вот губы, нос, уши, глаза. Задача мастера – увидеть красоту, подчеркнуть ее и сделать так, чтобы она стала заметна окружающим. На выставке также представлены работы художницы Саны Тарба. Сана – дизайнер по образованию. Рисовать начала для души. Но ее работы вызвали большой отклик. С тех пор художница занимается живописью, освоив еще и обжиг керамики. В рамках своей профессии все-таки она тоже творческая. Там я имею дело постоянно с рисунком, там, с человеческим телом и так далее, с объемами. И вот это все, наверное, как-то перешло уже в такие более артовые, наверное, материалы. И поэтому я пришла к керамике. Не остановилась на живописи, потому что мне нравится создавать объекты, которые и красивые, при этом несут какую-то функцию и могут служить человеку. «Дети солнца» – название выставки выбрано не случайно. Работы Саны и Адамура оставляют схожие впечатления. Ощущение тепла, света и ярких красок. Я просто следила за творчеством Адамура, и мне нравилось, что он делает. Мне нравилось это пространство, и как-то мне казалось, что хорошо вклинится сюда мое творчество, но на тот момент это как-то было очень все эфемерно в голове, непонятно, как реализовать. А сегодня, когда уже есть готовая платформа, есть какая-то инфраструктура, есть фудкорт, как бы есть свой зритель, своя аудитория у этого места, я решила, что вот уже сейчас хороший момент и можно. Посетить выставку «Дети солнца» на культурной площадке ГУМа можно до 5 ноября. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 5 ноября в Сухуми состоится матч 20-го тура 3-го этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются две сухумские команды – «Нарт» и «Динамо». Начало матча в 15 часов. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале Абхазского телевидения в системе «Спорт» и в соцсетях. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в пятницу 5 ноября в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 9-14, днем 18-23 тепла. Температура морской воды плюс 18. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.